Здравствуйте! Здравствуйте! Ребята, я очень рада встрече с вами. Желаю вам успешной работы. Садитесь. Ребята, тема сегодняшнего урока «Мы и природа». По грамматике антонимы. Ребята, сегодня вы узнаете о лексической единице антонимов. Соблюдать грамматические нормы. Вы научитесь демонстрировать понимание содержания текста, объясняя лексические единицы, находить и использовать в речи антонимов. Ребята, эпиграф сегодняшнего урока. Берегите эти земли, эти воды, даже малую былиночку любя. Берегите всех зверей внутри природы, убивайте лишь зверей внутри себя. Евгений Евтушенко. Ребята, почему природа занимает особое место в жизни человека? Кто мне ответит? Природа. Особое место в природе занимает человек, потому что он, как никто из живых существ, умеет приспосабливает к различным условиям обитания, а главное существование природы для особых нужд с помощью создания им же трудит природа. Молодеценька! Значит, ребята, мы сегодня будем говорить о природе. Ребята, сначала послушайте видеоролик, отрывок из поэмы Александра Сергеевича Пушкина «Руслан и Людмила». Мухоморье дуб зеленый, хватает цепь на тупиком. Днем и ночью вот ученый все помнит по цепи кругом. Идет направо, весь заводит, налево сказку. Ребята, какие слова имеют противоположные значения? Кто мне ответит? Самбат? Налево-направо. Молодец. Налево-направо. Днем и ночью. Днем и ночью. Вот, ребята, сегодня по грамматике мы будем говорить антонимы. Так, что такое антонимы? Антонимы – слова, принадлежащие одной части речи, различные по звучанию и написанию, и имеющие противоположные значения, называются антонимы. Например, медленный – быстрый, злой – добрый, толстый – тонкий, сухой – мокрый, легкий – тяжелый, чистый, грязный. Вот, ребята. Сейчас выполните упражнение 112, страница 54. Выпишите антонимы, обозначающие цвет, размер, место, температуру. Давайте, ребята, работайте. Так, вы готовы, ребята? Да. Пожалуйста. Белый, черный, светлый, темный. Так, размер. Размер. Большой, маленький, широкий, узкий. Время. Время. Ранний, поздний. Место. Вверх, вниз, надземное, подземное. Температура. Высокий, низкий, жара, холод, горячий, холодный. Молодцы. Молодцы, ребята. Правильно. Теперь, ребята, давайте поиграем с вами верные или неверные утверждения. Я буду проговорить первую часть предложения, вы доканчиваете. Хорошо? Хорошо.
за внимание. До свидания. До свидания.